проект закона, который Народное собрание будет вносить в парламент, о том, чтобы внести поправки в избирательный кодекс Молдовы, да, чтобы, потому что там, если помнишь, с 2021 года, по-моему, было включено положение об избирательном совете Гагаузии, который входит в структуру избирательных органов. То есть раньше был ЦИК Гагаузии, сейчас да. Его переименовали. И он никогда не регулировался республиканским законодательством деятельности этого органа, и в том числе сотрудники не входили в список лиц, которые занимают государственные должности. И была проблема, в общем-то, и у сотрудников, и в том числе и с деятельностью. И если ты помнишь, всегда была проблема с доступом к государственному регистру избирателей. В общем, казалось бы, что с момента, как этот орган был включен в список и в положение избирательного кодекса Молдовы, что проблема решена, в общем-то, и все. Но потом не будем сейчас вспоминать историю, что расформировали ЦИК. И сейчас я задался вопросом, когда увидел эту законодательную инициативу, притом на нее уже есть отрицательное заключение Центральной избирательной комиссии Молдовы. То есть мы уже 100% предполагаем и понимаем, что парламент не утвердит эти изменения в законодательство. И я думаю, что автор законопроекта господин Лейчу и многие депутаты Народного собрания однозначно понимают, что им не удастся получить господин Лейчу далеко не глупый. Но здесь срабатывает политтехнологический момент, что это очередной раз можно будет сказать, что теперь Кишинев блокирует там организацию выборов в Гагаузии. Но мы понимаем, потому что там последствий много, судебная реформа и так далее.